Суббота, свадьба брата. Ну как тут не выпить? Один стакан, второй, третий. Счастливые отгуляли свадьбу, но пьяные сели за руль и поехали. Так вот, самонадеянно, глупо и безответственно, рассчитывая на то, что все обойдется. Но сколько раз не обходилось, и по вине пьяных водителей погибали на дорогах Абхазии люди. Только в 2018 году в результате ДТП погибло 64 человека. Для сравнения, в 2017 году в результате аварии погибло 67 человек. Получается, что за последние 2 года только в результате ДТП в Абхазии погибло 127 человек. Это на самом деле ужасающая статистика, только вдумайтесь. В результате ДТП в Абхазии за 2 года погибло 127 человек. Сотрудники ГАИ предпринимают все необходимые меры, проводят рейды и так далее. Но складывается ощущение, что между сотрудником госавтоинспекции и водителем на самом деле огромная непреодолимая пропасть непонимания. Так вот, почему так складывается? И что сделать для того, чтобы ситуацию изменить? А самое главное – спасать наших людей, которые гибнут на дорогах. Для этого мы сегодня и собрались. Добрый вечер. В прямом эфире Абхазского телевидения очередной выпуск программы Айзера. Сегодня в гостях студии Айзера начальник ГАИ Агрба Батал Валерьевич. Добрый вечер. Депутат парламента Республики Абхазия Дбар Дмитрий Сергеевич. Добрый вечер. Генеральный директор РУП Абхазавтодор Ачба Борис Хутушевич. Добрый вечер. Заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Убирия Даниил Тимурович. Независимый эксперт, юрист юридической компании-консультант Абшилава Георгий Хвичевич. Независимый журналист Изида Терентьевна Чани. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. На мой взгляд, я думаю, что вы со мной согласитесь, тема очень болезненная, важная, и хочется говорить о ней честно и откровенно, потому что в первую очередь речь идет о человеческой жизни. Так вот, Батал Валерьевич, я бы хотел первый вопрос адресовать вам и спросить, вот какие на сегодняшний день самые глобальные меры предпринимает госавтоинспекция Абхазии для того, чтобы ситуацию улучшить? Ну, если говорить о госавтоинспекции, в целом Министерство внутренних дел, обеспечение общественного порядка на наших дорогах, работа проводится ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Мы служим. Что главные задачи наши на сегодняшний входят, мы прекрасно понимаем, из-за чего происходят дорожно-транспортные происшествия, что влечет, какие нарушения. Но если говорить главным, да, таким пунктом в нарушениях, что за собой влечет тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, вы сейчас нам показывали эту печальную статистику, которая из года в год переходит, да, и не изменяется в лучшую сторону, так, которую мы могли бы сказать, высоко подняв голову, что мы смогли изменить ситуацию в лучшую сторону. Наше население, к сожалению, не понимает, что ездить с высокой скоростью это очень опасно, что автомобиль у нас является повышенным источником опасности и самым опасным видом транспорта в мире. Каждый гражданин должен осознавать, что ему необходимо двигаться с положенной скоростью, что правила дорожного движения не простой свод правил, который там создал тот или иной руководитель Министерства внутренних дел или законодательная власть в виде парламента Республики Абхазия. Это свод правил, который позволит сохранить жизнь и здоровье. Вы говорите о важных вещах, Батал Да. Валерьевич, о которых мы, в принципе, слышим очень часто. Но, опять-таки, мы складываемся в ситуации, когда все равно человек идет, там, гуляет, пьет и в результате может сесть пьяный за руль. Почему так происходит? И конкретно, какие меры предпринимает госавтоинспекция Абхазии для того, чтобы ситуацию изменить? Ну, если говорить о нашей карательной административной практике, да, это привлечение к ответственности лиц, управляющих транспортом. Превышение скорости – это нарушение статьи 117 части 2. Мы, как вы слышали ранее, внедряем уже около 3 лет камеры автофиксации, которые, как показала общемировая практика, весьма эффективны для поднятия общей дисциплины на дорогах. К сожалению, мы не смогли за этот период поднять их количество для того, чтобы мы могли ощутимо почувствовать снижение дорожно-транспортных происшествий. Этому сопутствовали в первый год, скажем так, налаживание самого законодательства. В 5-м созыве еще поправки принимались в административный кодекс.
повышали штрафы за Нет, правонарушения. дело не в этом, что мы повышали штрафы, просто дело в том, что практика предыдущая не позволяла законодательству даже в том плане, что работать с камерами фото-видеофиксации необходимо было принимать новое законодательство, необходимо было его рассматривать, это тоже время, скажем так. Его рассмотрели, 5-й созыв парламента принял изменения в административный кодекс, которые позволили нам применять фото-видеофиксацию, если, допустим, но сейчас о нюансах технических говорить не буду, мы уже много раз говорили, даже у Зиди Терентьевны в Арс Мира, пресс-конференция у нас год назад была, люди, я уже думаю, об этом осведомлены весьма, скажем так, эффективно. Что я хочу сказать? Нам необходимо проводить работу с нашими гражданами, чтобы наши граждане понимали, что, вот вы правильно сказали, пропасть между автолюбителями, сотрудниками госавтоинспекции. В этом должны принимать участие не просто Министерство внутренних дел. Нам здесь, естественно, должны помогать журналисты, нам должна помогать общественная палата, чтобы каждый человек понимал, как я вам говорил выше, да, вот о тех вещах, что правила это не для сотрудника милиции, правила это для сохранения самого себя и остальных участников дорожного движения. Вот что если ты, я извиняюсь, разрешите договорить, если ты их как-то будешь нарушать, да, это приведет к неизбежным таким тяжким последствиям, которые мы сегодня имеем. И, к сожалению, наши граждане не все это понимают. И мы должны все вместе, конечно, мы должны сделать программный подход ко всем этим мероприятиям, чтобы у нас попутно было все прописано. Первый шаг, да, чтобы изменить сегодня вот мой вопрос понимание. как раз и заключался в том, есть ли вот эта программа на данном этапе, которая, вот как вы говорите выше, предусматривает борьбу со сложившейся ситуацией. В смысле, не только где ответственность несет госавтоинспекция, но вместе и с представителями общественной палаты и соответствующими другими структурами, возможно, с привлечением журналистов. Ну, если говорить о позиции Министерства внутренних дел и госавтоинспекции, у нас есть свое понимание, да, в решении этих дел. Но здесь не должна быть подход с одной стороны, да, ну, карателя административной практики, говорю, что да. мы можем предложить, Да. как силовая структура. Здесь должны быть предложения общественной палаты, здесь должны быть предложения самих журналистов, как правильно подать информацию, чтобы люди восприняли ее правильно. Ну вот вместе с вами Да, как здесь раз должно быть обратимся к мнение еще заместителю и... секретаря общественной палаты. Данила Тимурович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот Батал Валерьевич говорит о том, что в решении проблемы необходим комплексный подход. Вот какую позицию занимает общественная палата и какие-то, может быть, были уже предложены изменения, решения проблемы? Я совершенно согласен с начальником ГАИ Баталом Агарба, что здесь нужен комплексный подход. Без комплексного подхода частично в одном направлении ничего результатов не даст. Я имею что в виду? Соблюдение культуры движения по улицам и пешеходам, это прежде всего касается, между прочим, не только те, которые за рулем. Это надо впитывать, начиная дошкольного учреждения, школьного учреждения и других организаций, где массово сегодня мы воспитываем и учим людей, наших граждан. Вот там надо начинать работать с этой проблемой. Ну вот простите меня, А что за пожалуйста. проблема? Проблема, я договорю, проблема – это закон и право, то есть построение правового государства. Это должно быть, на мой взгляд, национальной идеей нашего государства. Построение правового государства. Вот здесь все сказано, что мы должны быть полностью то есть принадлежат тем законам, тем действиям, которые должны предписаны, нам предписало государство и общество. Ну вот мы уже с начала нашей программы говорим о том, как должно быть. Так вот я хочу добиться ответа, почему какие так меры не принимали в происходит и общественной какие палате? меры принимаются? Общественная палата часто заслушивала и сами предложения вносили. Вот последние 3 года поднять мы на самом высоком уровне собирали пленарные заседания, просто заседания Совета палаты с присутствием министра внутренних дел и предыдущих, и настоящих, который сегодня выполняет обязанности. Мы говорили и вносили конкретные предложения. Эти предложения лежат в парламенте, правительстве. В частности, мы знаем, что
это не причина, а производная, но сегодня основная причина, что происходит сегодня на дорогах, это наркомания. Но мы, как страусы, боимся, стесняемся, скрываем голову где-то в песок, чтобы это не озвучивать. Пора озвучивать, что наркомания – это уже национальная безопасность На самом нашей деле, страны. да, И да. это есть и на дорогах, что сегодня происходит. Вы цифры назвали, ужасные цифры для нашего населения, для такого количества населения нашей страны. Данил Тимурович, я на самом деле извиняюсь. К счастью, у нас очень много гостей, и каждому необходимо предоставить слово. Вот неоднократно вы сказали о том, что были какие-то инициативы, предложенные в парламент. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер. Говоря в целом о проблеме, на самом деле, я понимаю, мы пока не переходим к конкретике, но как так получается, что мы все знаем, что надо делать? Вот реально выходит так, что мы правда знаем, но на деле получается, что у нас не получается. Неужели мы упираемся только в наш менталитет? И правда ли, что вот проблема в этом? Ну, проблема не только в менталитете. Проблема, наверное, в сознании граждан в первую очередь. Да, много предложений в парламенте лежат в профильных комитетах и с общественной палаты, и сами депутаты работали неоднократно и с представителями ГАИ, и с начальником ГАИ, и общественности. Сейчас в первом чтении прошла первая поправка о тех же наркоманах за рулем, употребляющих наркотические средства. В данный момент по законодательству, если человека под наркотическим опьянением останавливают, ему могут только выписать штраф. А если рядом сидит человек под наркотическим опьянением, ему дают 15 суток. Это, конечно же, неправильно. Угрозу в первую очередь несет человек, который сидит за рулем. Он управляет данным видом транспорта, который несет повышенный риск. Ужесточение закона, конечно, приведет положительный эффект, но, как подчеркнул начальник ГАИ, нужно это начинать общественную деятельность и со школ, с раннего возраста, и с автошкол, которые принимают людей, и которые учат их в последующем для экзаменов, для сдачи прав. И, естественно, общество требует какие-то меры здесь и сейчас, потому что люди погибают в данный период времени, и нужно предпринимать. И для этого нужна в первую очередь, наверное, воля руководства государства. И если мы видим плачевную ситуацию на дорогах, то, наверное, пора и всем сотрудникам милиции выйти на дороги, и карательные методы, как так называемые, должны начать работать, и общественные. То есть это и СМИ, и парламент, и общественная палата, и мы все вместе. То есть надо начинать жестко работать в этом направлении. Но, я сейчас закончу, но без материального технического обеспечения, которое, к сожалению, в данный период времени сотрудники ГАИ не имеют. Это автотранспорт, это одежда, это квалифицированные сотрудники и зарплата. Это уменьшает шансы на то, что мы сможем хоть как-то понизить уровень смертности на дороге. Да, если говорить о нашей работе на сегодняшний день госавтоинспекции как представителей власти, на сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов проводят немаленькую работу, и об этом не сказать тоже нельзя. Если сравнивать в цифрах, да, они, может быть, кому-то сегодня не интересны, но статистика, да, она тоже упрямая вещь, которая констатирует некоторые факты, необходимые и важные на сегодняшний день. Если говорить о карательно-административной практике, и статьи 119, это управление транспортом в нетрезвом состоянии, если сравнивать его с 2017 годом, это 1700 водителей, которые управляли транспортом. И в том числе, как вы начинали, правильно вы говорите, передачу, да, брата свадьба, и каждый, не понимая о том, что ему надо сегодня вечером после свадьбы ехать домой, садиться за стол со своими друзьями и выпивает. Мы выявили в 2017 году 1700 человек. Усилили работу, да, усилили, ужесточили мероприятия, провели анализы нашей деятельности, где у нас необходимо усилить, где целесообразнее усилить наряды для того, чтобы привлечь все более то количество нарушителей, которые управляют транспортом в нетрезвом состоянии. Это если 2018 год брать, по сравнению с 2017, мы увеличили в разы, это 2807 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Давайте сравним, да, 1700 и 2807. Мы почувствовали, что кто-то из наших граждан перестал пить? Нет, правильно?
Почему? Почему? Потому что на сегодняшний день одной карательной, да, вот, работой предотвратить это невозможно. Мы должны ежедневно создавать подобные программы, где мы будем говорить, что такое ДТП, что такое управление транспортом в нетрезвом состоянии и к чему это приводит. Ну Как вот- вы правильно сказали, я извиняюсь, вот, уважаемый, глубоко уважаемый член Общественной палаты, необходимо проводить открытые круглые столы, необходимо заниматься с детьми в дошкольном, да, возрасте. В школьном возрасте у нас есть хорошее время, да, с 1 по 11 класс ежедневно говорить детям, что такое пешеход, что такое автомобиль, как это опасно проходить не в правильных местах, да, как мы сегодня видим, как наш пешеход переходит, да, дороги в городе Сухум. Есть проблемы с этим, Борис Хутушевич, я думаю, дальше об этом Да, скажет. мы обязательно к Есть этому проблемы, но придем. есть и те моменты, где эти проблемы сегодня решены. Но наш пешеход не хочет ходить там, где безопасно, там, где для него подготовили это. Наш пешеход ходит там, где ему удобно, тем самым подвергает опасности себя, жизнь Ну, это и к здоровье. вопросу о том, что говорил Дмитрий Что Сергеевич, хочу что добавить, да, речь идет о завершу мысль, да, вижу мало времени в самосознании, абхазском да. телевидении, завершу мысль. Мысль такова, что одной карательной системой предотвратить эти происшествия невозможно. И мы должны подключать сюда Министерство здравоохранения, Министерство образования, абхазское телевидение, общество, в первую очередь общество. И только тогда у нас получится мост понимания между водителем и сотрудником правоохранительных органов. Спасибо большое, Изида Терентьевна. Вот неоднократно наши гости говорят о том, что в принципе в решении проблемы активное участие должны принимать и журналисты тоже. Как вы считаете, насколько активны, а может быть и пассивны наши журналисты вот в этом вопросе? Ну, я думаю, что страшная статистика ДТП, которую вы приводили в начале передачи, говорит не только о той опасности, которая существует и для общества, и для всего общества, и для молодежи в том числе. Она говорит и о привыкании общества к этой статистике. Журналисты частью общества, и мы тоже привыкаем к этой статистике. И если некоторое время назад мы все бурно посвящали свои материалы дорожно-транспортным происшествиям, то в последнее время, если вы обратите внимание, СМИ меньше говорят о ДТП. И это совершенно не свидетельство того, что дорожная ситуация уменьшилась. Но я бы хотела все-таки сказать о другом. Я бы хотела, так как мы ставим перед собой цель попытаться решить как-то эту проблему. Вот Даниил Убирия сейчас говорил о состоянии, о том, что большинство ДТП совершается в состоянии наркотического опьянения. Еще какие-то цифры приводились. Мне кажется, что все-таки что в нашем обществе существует масса мифов. Вот я смотрю на справку, представленную Баталом, да, в 2018 году зарегистрировано 189 ДТП. 36 ДТП совершено в состоянии алкогольного опьянения. К чему я это говорю? Во-первых, существует масса мифов. Во-вторых, ДТП – это очень многоплановая проблема. Ее нельзя определить только как состояние опьянения, состояние дорог, жуткое состояние тротуаров, там, неподготовка наших детей, школьников, коррупция. Я говорю сейчас, кстати, не о коррупции милиции, я говорю о коррупционных родителях, которые дарят своему чаду в малолетнем возрасте Но важно еще машину. понимать, И что оно, и среди да, сотрудников госавтоинспекции естественно, коррупция присутствует. присутствует. Это Да, но тоже в данной как бы ситуации я важно говорю о обговаривать, да. глобальных вещах. Да? По мне, вот по сравнению со всеми остальными вещами, коррупция сотрудников ГАИ – это просто мелочи. Да? Ну вот тоже она коррупция. Да. И к чему я все, собственно говоря, это говорю? Я говорю это к тому, что вот мы сейчас разговариваем, у меня все равно ощущение вот какого-то вот дилетантского разговора. Да? Кто-то предлагает там совместить усилия СМИ, там общественной палаты, МВД, подключить Министерство здравоохранения. И мы вроде все кидаемся. Ну давайте действительно вот так как-нибудь всем миром, как комплексный подход. Да? Я вот считаю, что все-таки проблема настолько серьезна, что надо отказаться от всякой компанейщины и вот
вот от этой самодеятельности. Проблема научного характера, ее надо изучать. Да, приток машин есть везде, количество машин увеличивается, в Японии тоже увеличивается, но количество смертей у них снижается. То есть люди подошли к этой проблеме научно. Сегодня существуют центры стратегических. Я просто отвечаю напрямую на вопросы, не уходя ни от чего. Центры стратегических исследований при президенте. Почему нельзя дать им возможность разобраться с проблемой, изучить эту проблему, предоставить вот то, что вы говорите, надо разработать план. Этот план надо разрабатывать на научной основе с учетом всех особенностей и всех деталей, с учетом деталей пешехода. Мне безумно некомфортно стало жить в Сухуми как пешеходу. Я хожу, у меня нету тротуаров. На тротуарах стоят машины. Кстати, меры, которые можно предпринять сегодня и малыми усилиями. Около кинотеатра, бывшего как кинотеатра «Комсомолец», невозможно развернуться, проехать. С двух сторон стоят машины. Ну, вы понимаете, Леонид Зябшба нашел способ решить эту проблему. Даже я штрафы платила за то, что неправильно припарковалась где-то. То есть эти проблемы, я против карательных мер, я считаю, что надо идти другим путем, но опять же, это должны посоветовать на научной основе. Мое мнение, ваше, еще кого-то, это вот все равно дилетантское мнение. Я Вот. извиняюсь, Да. конечно, И разрешите нет, я мне хочу, сказать, как Изида? Да, пожалуйста. я как водитель тоже хочу предъявить претензии. Выезжая сейчас с перекрестка, я не видела, что происходит на одной стороне, я не видела, что на другой. На всех перекрестках, на углах у нас стоят машины. Причем машины, вы понимаете, сегодня на маленьких машинах почти никто не ездит. Стоят шифонеры. Увидеть улицу просто невозможно. Я Вы вообще правы. удивляюсь, Эти проблемы, что... Изида Терентьевна, имеют место быть, и они у нас увеличиваются за счет увеличения транспорта. Парковочные места уменьшаются, и людям необходимо парковаться. Культура вождения, к сожалению, оставляет желать лучшего. Над культурой мы не работаем. Я хотел бы тут немножко не согласиться с вами, с дилетантским мнением. Я хочу что вам сказать. На сегодняшний день, чтобы решить проблемы госавтоинспекции, мы не должны говорить, что вот меня оштрафовали вчера, сегодня меня не оштрафовали. Сегодня, чтобы мы могли оштрафовать водителя, который припарковался в неправильном месте, мы раньше откручивали номера. Но сегодня вот тут юрист мне не даст соврать, сказать, что это тоже неправильное, неправовое было решение этого Сколько раз вопроса. я И объясняла общество это сказало, вашим давайте не сотрудникам. будем откручивать номера, потому что это неправильно. А другого действенного механизма, который мы, кстати, когда вас штрафовали, применяли, у нас сегодня нет. Нам надо думать, как мы можем уйти от того, чтобы убрать с тротуаров машину. Откручивать номера нельзя, неправильно, мы правовое государство. Эвакуировать не можем, технических средств нет. Нет. Железяки Да, же пожалуйста. есть. Давайте Можно дадим я слово говорю, нашему 10 юристу. тысяч водителей, которые неправильно в городе Сухум припарковались, 10 инспекторами, это тоже не решение проблемы. Дело не в этом. Я хочу просто закончить не в парковке самой вопрос и проблемы на сегодняшний день у нас сегодня. Мы должны говорить все вместе, безусловно, и только все вместе по одной простой причине. Чтобы снизить количество погибших, у нас сегодня, я буквально несколько дней тому назад попал в ситуацию такую, когда был наезд на пешехода. Пешеход переходил проезжую часть не в положенном месте. Это место было не освещено, к сожалению, да. И произошло дорожно-транспортное происшествие. Его доставили в военный госпиталь, где ему квалифицированно медики оказали первую медицинскую помощь. Он был доставлен в республиканскую больницу, да, и что хочу сказать, там не было необходимого оборудования, которое могли бы диагностировать ему ту его травму. Его надо было дальше перевозить в другое лечебное учреждение, которое отнимало много времени. Мы прекрасно понимаем, открытая черепно-мозговая травма к чему может привести, если долю секунды потеряешь. Мы должны говорить, если говорить научно, правильно вы говорили, надо только подходить научно к этому вопросу и решать эти вопросы. Я извиняюсь, я договорю. Огромное количество вопросов. Есть Подходить еще научно блок к этому вопросов вопросу от, со стороны наших- медиков, подходить научно к этому вопросу со стороны преподавателей. Да? На самом деле мы Много говорим с по-другому самого начала сказала. нашей передачи о И том, что надо образование комплексно будущего водителя, подходить. Изида Терентьевна. Всё Мы сами вместе. себя Всё повторяем. вместе. Все вместе, там должны быть специалисты этих направлений. Давайте все вместе дадим слово нашему юристу. Вы хотели прокомментировать момент. И я на самом деле хочу сказать, что впереди у нас очень много важных вопросов. У нас еще есть блок вопросов от телезрителей, на мой взгляд, очень важный, которому мы просто обязаны уделить время.
Пожалуйста. Спасибо. Да, действительно, как уже выше указывали предыдущие ораторы, очевидно, что ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Все мы объединяем усилия уже не первый день, не первый год, ужесточаем наказания, придумываем иные способы, но, к сожалению, статистика не слишком быстро изменяется к лучшему, мягко говоря. Помимо того, что уже было озвучено, я думаю, в течение сегодняшней нашей встречи мы еще вернемся к повышению правового сознания, правовой культуры. Я бы отдельно хотел еще подчеркнуть один из основополагающих принципов правового государства. Как известно, мы все нацелены на его построение. Это принцип неотвратимости наказания. То есть как бы мы не ужесточали наказание, если в сознании наших граждан все-таки где-то там далеко будет сохранена мысль, что каким-то образом, какой-то один небольшой процент того, что я смогу каким-то образом избежать этого наказания, мне кажется, у него появляется альтернатива. Либо нарушить, либо соблюсти эту норму. Поэтому, вот возвращаясь к тому, что уже было сказано, с точки зрения научного подхода, мне кажется, как раз-таки вот в комплексном режиме изучить, скажем так, модель поведения нашего сегодняшнего гражданина, нашего водителя, нашего пешехода с учетом ментальных наших особенностей, которые мы часто упоминаем, с учетом нынешних реалий, увеличения автомобильного парка, все это в комплексе, и с точки зрения того, как бы запрограммировать в сознании наших граждан некую культуру, не некую, а культуру вождения. Нужно перенимать, я считаю, опыт развитых государств. Мы же, скажем открыто, не считаем себя хуже кого-то, стоящими позади кого-то, поэтому изобретать велосипед, как говорится, не нужно. На самом деле все на поверхности. Каждый из нас, если действительно сам будет откровенным перед самим собой и скажет: да, действительно, я готов не нарушать законодательство, в первую очередь, потому что я сам к этому пришел, а уже во вторую, что мне никаким образом не избежать этого наказания, тогда, мне кажется, Но, вот вы сами его говорите поведение о том, что вот скорректируется. нужно как-то подходить к саморазвитию, самосознанию каких-то моментов. Но есть же еще другая сторона медали, где я понимаю, что, возможно, я сяду в состоянии алкогольного опьянения за руль, поеду, меня остановит знакомый инспектор, я поздороваюсь и уеду. Есть такая практика? Есть. Такое бывает? Есть, к сожалению. Вот на самом деле, не есть ли это часть ответственности, непосредственно которую должен нести сотрудник госавтоинспекции? Или это проблема двойных стандартов, которая существует? Мы все время можно я говорим об прокомментирую? ответственности водителей. Я хочу Да. сказать, Да, Батал Валерьевич, безусловно, пожалуйста. В таком маленьком обществе человеческий фактор имеет место быть. Мы это осознаем, мы это понимаем. Что мы сделали? Мгм. Ну вот если посмотреть на статистику 2 лет, видно, что мы приподняли этот момент. Мы объяснили своему личному составу, тот близкий твой человек, которому ты поздоровался, ты его отпустил, ты ему пожелал самого плохого, что можно пожелать своему близкому. И когда ты его предотвратишь от управления, да, транспортом, ты спасешь ему жизнь, ты спасешь жизнь его близким людей после происшествия, которым все сломается. За счет этого мы смогли увеличить эту цифру, конечно же. Всех моментов решить, всех проблем тоже невозможно, имея тех средства, которые у нас есть, и тот личный состав, который у нас, честно говоря, недоукомплектован. И сказать так вот на сегодняшний день от этой статистики, что мы сегодня имеем, мы должны усилять эту работу, мы должны ее автоматизировать. Если это говорить о превышении скорости, сегодня скорость является, вот Изида Терентьевна правильно говорила, что много мифов, что вот наркоманы, алкоголики, да, они являются той тяжелой, да, массой, которая сегодня создает эту тяжелую статистику, но в первые стоят люди, которые быстро ездят. Быстро ездят не только люди, которые употребляют те или иные там вещества, которые одурманивают их сознание. Быстро ездят люди, которые, скажем так, привыкли от Сухума до Псов доехать за час или там несколько там десятков минут. И он свои дела, когда планирует, он уже планирует с сознанием того, что вот он заедет за этот период. А не планирует, что в соответствии с правилами на тех или иных участках такая разрешенная скорость, я доберусь там за час, 2 часа, там, скажем, или 1,5 часа. Но мы снова должны- возвращаемся Да. к вопросу ответственности водителя. Я так понимаю. То есть речь идет о том, что мы сами садимся и хотим доехать за 1 час.
То есть мы не боимся и наказания тоже, с одной стороны. Я правильно понимаю? Ну, безусловно, контролировать каждого автолюбителя, а у нас на сегодняшний день, как бы показывает наша статистика отдела регистрации транспортных средств, около 43 тысячи транспортных средств у нас зарегистрировано на учете в Республике Абхазия. Проконтролировать каждого невозможно. Каждого водителя мы контролировать можем его пропагандой, которая должна место быть обязательно. Как мы говорили выше, да, в образовательных учреждениях мы должны готовить готового с навыками и осознанием водителя. Психоэмоциональное состояние у нас сегодня наших водителей, скажем так, да, оставляет желать лучшего, и мы это каждый день видим. Почему мы думаем, этот человек ездит 130 км в час, он не понимает, что это опасно, он не понимает, что любая ситуация, которая перед ним может возникнуть, да, она будет для него печально в 80%, да, вот Да. этого всего вместе. Это говорит о том, что необходимо работать всем вместе с этой проблемой. Ну да, чтобы мы на её самом решить. деле уже повторяем неоднократно важную мысль, и я думаю, что в принципе мы пришли к моменту, где вот мы, правда, уже сказали, давайте все вместе решать проблему. Вопрос ко всем гостям. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, сегодня закон равен, в смысле, все равны перед законом, и не получается ли на практике, что это не так? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Первым долгом хочу сказать, что уважаемый юрист, эксперт, он сказал ключевое слово. Главный рецепт – это мы должны освоить. Это в чем причина всего происходящего. Неотвратимость наказания будет, она автоматически исчезает. Я вам скажу вот такой пример, жизненный пример. Я пенсию получаю в Адлер, еду. И когда на пешеходный переход я подхожу, зебра, и я приостанавливаюсь, мне водители смотрят как немножко ненормального. Я должен идти. И наши водители, которые переходят мост через ПСУ, точно так же соблюдают это правило дорожного движения. Потому что там неотвратимость наказания. Обязательно висит видеонаблюдение, он обязательно заплатит штраф. Обязательно. Иначе он границу не перейдет. Другие есть методы. Но я хочу сказать главное еще о чем. МВД, Министерство внутренних дел, это главный институт нашего государства. Если не будем финансировать, если гаишник не будет получать деньги, которые он прокормит этими деньгами свою семью, мы будем себя обманывать, что он будет отдавать всю свою возможность и все свои знания для того, чтобы не было выполнять свои обязанности. Большое спасибо, Я Даниил согласен Тимурович. с Давайте... Дмитрием Сергеевичем, что общественность, без подключения общественности, Но мы на самом деле уже об этом много раз сказали. Есть еще очень много вопросов, которые хочется поднять. У нас в гостях генеральный директор РУП «Абхазавтодор» Борис Хутушевич. Вот как я уже говорил выше, у наших телезрителей на просторах наших социальных сетей была возможность задать нашим сегодняшним гостям вопрос. С вашего позволения зачитаю. Кто у нас отвечает за работу всех светофоров в республике? Это одна структура или в каждом районе разная? Почему так часто светофоры выходят из строя? Когда не работает светофор, очень долго его не ремонтируют. Почему нельзя оперативно решать эти вопросы, не дожидаясь ДТП? Это вопрос от наших телезрителей. Ну, я начну с ответа, да? Да, конечно. На этот вопрос. Все светофоры, находящиеся на республиканской трассе, за них отвечает РУП «Абхазавтодор». То, что касается внутри города, эти светофоры, это как бы не наше. Оно на балансе в администрации города. Но я, наверное, к проблемам сегодняшней темы подойду чуть-чуть с другой стороны. Вот как раз Изита Терентьевна сказала, не только вот эти факты, которые здесь были названы, значит, коллегами, влияют на ДТП, но я, как представитель этой организации, РУП «Абхазавтодор», я считаю, что во многом зависит, конечно же, и состояние наших дорог. Я не удивлю никого, если скажу, что дороги автомобильные являются основным звеном транспортной всей системы Абхазии. И второй момент, то, что наши автомобильные дороги – это наше национальное достояние, это факт.
их надо чуть-чуть беречь, приумножать и, естественно, эффективно использовать. Я хочу вам сказать, что в 2013 году, постановлением правительства РУП, ну тогда оно была госкомпания «Абхазавтодор», было передано на хозяйственное ведение 398 километров дорог, почти 400 километров. По прямой от поста Псоу до поста, значит, реки Ингур 199,7 километров. Вы понимаете, какой отрезок, да? И вот сегодня, кроме того, что мы строим дороги, ремонтируем, капитальный ремонт, мы еще и должны содержать эти дороги. Вот где основной момент по содержанию. То есть у нас просто по факту не хватает средств оперативно я вам сейчас реагировать на приведу ремонт. эти цифры, вы, если дадите мне одну минуточку. Да, пожалуйста. Значит, в 2016 году нами было построено более 105 километров дорог. Это в городах, в селах. Вот. Благодаря нашего президента в 2017 и 2018 году мы по центральной трассе, нам удалось от Псову до Сухумского района по центральной трассе построить 9 подпорных стен низовых и одна верховая. Это немалые средства были затрачены, все. Но, как я вот говорил выше, содержание оплачивает только дорожный фонд. На год 33 миллиона, вот на 2019 год. Сумма якобы большая, 33 миллиона. Но если мы поделим на этот километраж, не более 6,5 рублей на 1 километр. То есть, получается, ограниченное финансирование очень Естественно. сильно влияет на исполнение обязанностей Как Абхазавтодор. государственной организации нету ни в бюджете, нигде. Вот единственное, откуда мы Но мы питаемся. поняли на самом деле важную проблему. Я бы хотел перейти к другой теме. Для того, чтобы водить машину, необходимо получить права. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Все ли из вас получили свои права, честно пошли, сдали экзамен? Есть кто вот? Я скажу, что мы уже один из своих пунктов предложения было предложено, что при приеме экзаменов на права на вождение автомобиля создать там общественный совет, чтобы они видели, с какими знаниями приходит человек и как он сдает экзамены. Это предложение уже 5 или 6 лет длится, но общественная палата так вот не получила таких разумных ответов по этому направлению. Единственное, что реагирует ГАИ, который нас радует, что они часто приглашали, а сейчас что-то затишье, на совместные выезды, члены общественной палаты участвовали совместно и отдельно с камерами со всеми следили, значит, за движением в городе и за городом. Ну вот Счет касается дороги, вот выступил Бондо Хутущевич. Вот я хочу передать благодарность от жителей Маяка, поселка, за то, что там дорогу сделали. Вместе с тем свое недогодование, что колодцы, которые, значит, должны поднять, они очень глубокие. Если там поймает с такой скоростью, как называл начальник ГАИ, такими ездят, то авария неминуема. Или отлетит колесо, или вообще бы собьет все, что по пути. Вот это надо делать. Тоже средства нет, я знаю, что нет средств. Вы дошли до пивзавода, дальше никак движения нет. Позвольте, я Да. внесу ясность. Значит, этот участок дороги не Автодор делал. Это делала частная компания ДСК Водовудская. Дмитрий Сергеевич, вы хотели прокомментировать? Ну, вы знаете, в первую очередь, правильно сказали коллеги, тут это полотно дороги должно быть гладким, то есть без ям, без расщелин. Ну и плюс еще большой фактор влияния — это освещение дороги. Было хорошее освещение от Псоу до Сухума. К сожалению, мы сейчас видим, что где-то оно работает максимум на 40%, где-то вообще не горят фонари, которые новые поставили, где-то вообще темно. Мы уже не говорим от Псоу до Ингура,
где вообще нет освещения и где происходит столкновение и со скотом, там, ой, от Сухума до Ингура, столкновение со скотом там, и, то есть темно. Обязательно должна быть освещена дорога. И обязательно к этому нужно уделять большое внимание. Я не понимаю, почему новое освещение, и оно не работает в полном объеме, которое было сделано. Плюс, ну, естественно, когда маленькие затраты, вот как сказал коллега, 33 миллиона на автодор, это капля в море. За 33 миллиона, я думаю, что 10 километров полотна дороги нормального не положишь. И поэтому надо в этом направлении, конечно же, увеличивать им бюджет. И неотвратимость наказания, как сказали коллеги, когда наступит, тогда и наступит и правопорядок, и спокойствие. Это в первую очередь. Большое спасибо, Дмитрий Сергеевич. Скажите, пожалуйста, да, мы вернемся к вопросу о правах. Я бы хотел продолжить, Дмитрий Сергеевич, беседу с вами. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день человек, нарушивший там очень много правил дорожного движения, у которого накопились штрафы, он может пересечь российско-абхазскую границу? С какой стороны? Выехать из Абхазии в Россию? Да, конечно, может. А вот на законодательном уровне как-то планируется регулировать эту проблему? Вы понимаете, в первую очередь в МВД нет централизованной базы, где все нарушители будут фиксироваться. То есть, например, если первый раз его поймали за нетрезвом виде за рулем, второй раз поймали, где сотрудник ГАИ, остановив человека, может выйти по рации, и ему скажут, что этот неоднократно человек нарушал, его надо лишать прав, то есть ему даже некого спросить. Понимаете, если он зрительно, грубо говоря, не будет помнить в Абхазии этого человека. И что в первую очередь на законодательном уровне разработать этот метод, чтобы не выпускали с Абхазии правонарушения, которые много имеют задолженности, в первую очередь нужно централизованную базу в МВД создавать, куда будут занесены все нарушители, участники дорожного движения. Спасибо большое. Батал Валерьевич, вы хотели сказать, пожалуйста. Ну, что хочу сказать о уровне подготовки наших будущих водителей. На сегодняшний день она оставляет желать лучшего. И 100% экзаменуемых у нас в РЭО МВД, УГАИ МВД РА сдают в первый раз около 7-8%. Общая цифра экзаменов, которые у нас сдали на сегодняшний день, около 30% со 100. О чем это говорит? Это говорит о том, что уровень подготовки в автошколах оставляет желать лучшего. Во-первых, что этому способствует? Это способствует, скажем так, старая программа обучения. Этому способствует сегодня отсутствие автодрома. Этому способствует, скажем, слабый уровень подготовки самих преподавателей. Мы в этой связи вышли с поправками в Кабинет министров парламента Республики Абхазия. Они находятся на рассмотрении. Что мы видим, наше видение, как изменить эту обстановку с тем, что большое количество абитуриентов приходят на экзамен, практически не готовы к ним. Ну, еще это несколько лет назад, это факт ситуации жизни, права можно было получить, имея соответствующие связи, знакомства, даже не появляясь на экзамене. Ситуация сегодня какая? Что в этом связи сделано? Очень много интересных, Также, да? очень много интересных моментов. Я могу парировать вас, и кому это интересно, мы можем показать. И те Конечно, люди, которые интересно. получали эти водительские удостоверения, они прекрасно уже, слыша вас, понимают, что это сегодня сделать невозможно. Почему? Потому что в руководстве Министерства внутренних дел около 2-1,5 лет тому назад были приняты такие, скажем, кардинальные меры. Если говорить о том факте, что человек не может получить водительское удостоверение, не выходя из своего дома, это технически невозможно. Невозможно, это по той причине, я извиняюсь, разрешите, пожалуйста, говорить. Пожалуйста, дайте договорить, я вам хочу ответить на этот вопрос. Задаю дополнительные вопросы. Не может это сделать в связи с тем, что стоит камера. Камера, которая вносит в базу данных будущего водителя, который сдал экзамен только что и должен, чтобы их получить, и эта камера должна его сфотографировать. То есть этот фактор уходит. Теперь говорим о том факторе, если могут ли сотрудники госавтоинспекции, принимающие экзамен, помочь этому человеку. Министром внутренних дел было принято решение поставить у нас в экзаменационном классе камеры, которые записывают аудио- и видеозаписи. И в этой связи я который говорю вам цифру, из 100% сдают 30%. Я вам скажу, такой цифры ранее не было. Она была намного выше, в том плане, что люди больше получали водительские удостоверения. В этом году мы ее намного снизили за счет этих нововведений. То есть
мы подняли дисциплину получения водительского удостоверения, но мы видим большое повальное, да, обращение на экзамен будущих водителей, которые к этому не готовы. В этой связи мы подготовили проект правовым управлением Министерства внутренних дел совместно с управлением ГАИ в Кабинет министров, чтобы внести изменения в подготовку и, скажем так, контроль за обучением в автошколах. Я надеюсь, что в будущем времени, вот тут в первом полугодии этого года будет принят. Я думаю, что мы в разы еще снизим количество вот таких, скажем так, не готовых водителей. На самом деле, мне кажется, что Если очень говорить важно, что это все сейчас прозвучало, потому что, как говорили вы, Зида Терентьевна, мифов на самом деле много. Важно, Что хочу сказать, Да, я извиняюсь, что вас пожалуйста. перебиваю. Вот, база данных Министерства внутренних дел, была проблема. Была проблема с нарушителем, который имеет рецидив. Да, о нем будем говорить. Который многократно садился за руль, был и выявлен, и мы не могли это выявить. Необходимость в общей базе данных была острая. Дмитрий Сергеевич, при вашей работе в УВД города Сухум, к сожалению, такой возможности не было, но буквально, скажем так, вот год назад мы начали внедрять, и на сегодняшний день она у нас работает, у нас есть общая база данных, она сведена в сервер МВД, который у нас находится, в дежурную часть, где могут в любое время суток позвонить и узнать, есть ли такой нарушитель. Да, на сегодняшний день за счет того, что мы ее только формируем, какие-то практические моменты и технические, скажем так, несовершенны, но процесс в этом немаловажный идет, и этот процесс, скажем так, приносит свою пользу. Чтобы, скажем, ограничить человека в пересечении государственной границы, там технических вопросов и правовых, которые необходимо будет решать, еще много. Это вопрос такой, скажем так, непростой. Спасибо большое, Батал Валерьевич и Зида Терентьевна. Вот всю передачу меня коробит то, что вы сказали, что вот проблема коррупции, Да. подчеркну, среди некоторых сотрудников госавтоинспекции, на ваш взгляд, это вот минимальная такая проблема. Почему вы Да. так считаете? Я И считаю, что есть как более... вы так можете считать? Я бы даже Я так спросил. могу считать? Нет, конечно, я плохо отношусь, когда вымогают деньги, но я не знаю, насколько это коррупция. Если мы говорим о сотрудниках ДТП на дорогах, это, ну, это вымогательство, скорее всего, такое мелкое, на мой взгляд. Коррупция, она имеет более большой размах, и вот когда Батал говорил о получении прав, я не знаю, сегодня какая существует ситуация, но мы все знаем, что получить права за деньги возможно. Я сейчас вам не буду приводить примеры среди моих знакомых, которые, но я, в отличие вот от вас, считаю, что эту проблему надо решать, не устанавливая видеокамеры. Эту проблему надо решать, ломая стереотипы старшего поколения. Старшему поколению надо каким-то образом, вот как, кстати, тут должна влиять и общественная палата, наверное, и средства массовой информации. И, может, вы сами должны обращаться периодически к родителям и говорить, за что вы ненавидите своих детей, что вы покупаете им права, за что вы ненавидите своих детей, что вы разрешаете им ездить в транспорте, не пристегнув ремни, за Часто что вы задаю. ненавидите своих детей, покупая им дорогущие машины, которым они не знают цены, и потому они на них разбиваются. Они не знают, это психологический момент, они получают дорогую машину, они просто так ее получают, они не понимают, что это действительно металл, а вот то, что в металле, их жизнь, она представляет из себя гораздо большую ценность. Вот происходит какие-то, поэтому надо ломать стереотипы. Вот когда я говорю о коррупции, для меня вот эти коррупционные моменты в случае с ДТП, как, впрочем, и во всех других случаях, они более важны, чем вот мелкое взяточничество, оно уйдет, если человек будет себя уверенно чувствовать, и когда ему открутят номер на машине, он скажет, что это незаконно. То есть это уже как бы образовательный уровень населения, над ним Ну тоже вот больше, да, вот больше эта- не вот эта занимают мысль, внимания. она Да. прослеживается на самом деле вот всю передачу. Да, Да. пожалуйста, вам слово. Да, вот продолжая тему коррупции, хотелось бы немножко подчеркнуть такое словосочетание, как антикоррупционная экспертиза, в том числе законопроектов. Мы знаем, что эта процедура соблюдается в той или иной степени, но мы хотели бы, чтобы Коротко, что за процедура? антикоррупционная экспертиза, вот возвращаясь к вопросу о научном подходе, делается следующее. То есть мы знаем, что законодательные органы, если взять его, допустим, сейчас в пример, то
допустим, законотворческой деятельностью у нас занимаются депутаты. Скажем, юристы, экономисты, представители профильных комитетов, но при этом, когда речь идет об антикоррупционной экспертизе, должен изучать специалист, который может обратить внимание на мельчайшие детали, в том числе там место постановки запятой, формулировка разных словосочетаний, наличие альтернатив. То есть, грубо говоря, если мы вот достаточно часто поступают вопросы к нам, вот как к юристам, можете ли вы сказать, в каких случаях сотрудники госавтоинспекции имеют право нас останавливать, в каких случаях мы имеем право реагировать таким-то образом? Почему такого рода вопросы возникают? Потому что как раз-таки вот эта антикоррупционная экспертиза, на мой взгляд, немножко у нас слабо проводится. Почему? Потому что когда мы изучаем перечни, например, перечень прав, перечень обязанностей, мы достаточно часто видим открытые перечни. То есть и по иным основаниям, предусмотренным в законодательстве, какие-то альтернативы, соответственно, и у чиновника, и у правоприменителя, и непосредственно у участника дорожного движения возникает разночтение. И, соответственно, у того или иного должностного лица волей-неволей возникает вопрос поступить в той или иной ситуации, я бы даже сказал, предвзято. На самом деле, справедливости ради, наши вот телезрители, да. это был самый часто задаваемый вопрос, а может ли, имеет ли право? И вот самый популярный вопрос был следующий. Имеет ли право водитель, вопрос ко всем, отказаться от прохождения свидетельствования на алкотестере? Пожалуйста, Батал Валерьевич. Водитель, Очень часто водитель, спрашивали. управляющий транспортным средством, обязан пройти освидетельствование на предмет употребления каких-либо психотропных или алкогольных веществ. Отказ, в соответствии с законодательством статьи 119, если я не ошибаюсь, часть 4 или 3, приравнивается положительному результату. Положительный результат, скажем так, документируется соответствующим образом. Материал передается в суд, и суд принимает решение по отношению к данному гражданину, который отказался проходить освидетельствование. Можно я добавочный Да, пожалуйста. вопрос вам же Да. задам? А если я не совершила никакого правонарушения, и меня остановили, и говорят, Не- что я должна пройти, я имею право отказаться? Ну, или я извиняюсь, я сотрудник органов внутренних дел, а в данном случае сотрудник ДПС дорожно-патрульной службы, привлекает, скажем так, водителя к исследованию при наличии, скажем так, внешних признаков. Да, это запаха изо рта, неадекватного поведения, да, гражданина, скажем так, его неадекватного поведения вестибулярного аппарата, да, он шатается. И вот если у него есть основания полагать, что данный гражданин находится под воздействием каких-то веществ, он должен ему предложить. Если гражданин отказывается, то я вам уже говорю. Остановить меня, если я не нарушаю никакие правила дорожного движения. Можно? Я, Да, по-моему, извиняюсь, спасибо, да. наоборот, как бы Имеет это право сотрудник ГАИ? Ну вот смотрите, если проводятся профилактические мероприятия по Да, плану, это если понятно. произошло какое-то происшествие, да, на основании которого введен план, да, перехват, есть много планов мероприятий Министерства внутренних дел при возникновении каких-то происшествий, преступлений, то есть необходимая сводка действий, которые мы предпринимаем в этой связи. Если, допустим, ведется не на стационарном посту патрулирование, и вы не вызвали никаких подозрений, то остановка гражданина не имеет вообще целесообразности. Но если мероприятие проводится по плану, мы, наверное, много слышали, когда, да, журналисты буквально недавно в новостях говорили о плане «Безопасный город». Да, в план «Безопасный город» входит повышение общей дисциплины водителей. Понятие общей дисциплины – это наличие водительского удостоверения, которое, скажем так, можно на первый взгляд не определить, имеет ли водитель. Наличие технического осмотра транспортного средства, что немаловажно, да, в организации безопасности дорожного движения. Наличие документов, подтверждающих право мы с вами собственности. обижаем остальных гостей. И Я я позволю пытаюсь, себе да. пригласить вас на интервью, личное интервью, где вопросы будут задавать только вам, потому как, я думаю, все мы поняли, Мы что ответили, нам задали вопрос. говорить есть о чем, и мы обязательно встретимся. Да, вот я хотел как раз вам передать слово. Вот Дмитрий Сергеевич как раз поднял вопрос освещения. Это от Псоу до Проблема, кстати. Ачадара, это 104 километра.
Да, конечно, очень комфортно ездить. И сегодня тоже, хотя некоторые опоры освещения требуют уже ремонта. Но вы понимаете парадокс. Ни одна опора освещения не стоит ни у кого на балансе. То есть, Вот как так. получается? Вот так. Интересно. Это так. Говорите, Значит, говорите. Черноморэнерго, ввиду там устных указаний свыше, занимается просто вот от себя. Вот и все. Благотворительность, Да. можно сказать. Теперь я хотел бы обратить внимание Нет, на... Дмитрий Сергеевич, вы что-то очень хотите сказать, Скажет, пожалуйста. скажет. Закончите, я потом Да. Да. Значит, от поселка Цадрипш до Гагры мы скоро не доедем. Значит, дорога просто уходит. Ни одна, значит, подпорная стена не выдерживает Какие-то меры критики. предпринимаются, чтобы избежать такой-то реальной катастрофы? Ну, наверное, я так думаю, что они войдут в план инвестиционной программы, вот, которая проводит Россия. Вот. Далее, вы посмотрите на те искусственные сооружения, которые, я сейчас приведу один пример по Гумистинскому мосту, а у нас почти все мосты, их от Псоу до Ингура почти под 80 штук. Значит, сегодня в аварийном состоянии вот Верхний Гумистинский мост проходил, значит, деформационный шов. Этот мост 1933 года, ему 86 лет. Последнее, значит, освидетельствование и, значит, осмотр моста проводился в 1981 году, то есть 38 лет назад. Мы все знаем, вот Ахра Юрьевич Бжаня, у него есть дрон, он просто из спортивного интереса запустил этот дрон под мост, снимет, сможет. Вы понимаете, уже по всей длине опоры средней, толщина 8-10 сантиметров дала трещину Ну, кто опора. несет ответственность за то, чтобы эту Слушайте, проблему разрешить? Значит, Ну как так? власть Есть, несет ответственность. нужны средства. Я Но вот он же почему... не сегодня начал рушиться, он рушится, Естественно, я не говорю, что наверное, это очень сегодня. много лет Я уже. говорю, что это Я вам общая говорю, проблема. что последний год, когда его смотрели, это был 81-й. Вот видишь, И все, значит, в 2010-13 годах все мосты проходили, значит, российскими научно-исследовательскими институтами, мостовиками обследования. Ни один мост не получил оценку удовлетворительную. Они все неудовлетворительны. Ну, то есть Вот- ситуация, да. Вот где критическая также ситуация. Вы посмотрите от Цандрипша до Гагры, как растут наши знаменитые вот эти пицунские сосны. Они уже не вертикально, они горизонтально растут. На самом деле это тоже вот отдельная тема, как мне кажется, Мы имели которую факт в Гулеричах, обязательно когда должны- упало дерево, убило 3 молодых солдат российской армии. Мы после этого случая, хотя, вы понимаете, казалось бы, да, это рядом с трассой. Мы обслуживаем трассу, но деревья-то не у нас на балансе. Теперь, ну, мы задались этой целью, видя, какая ситуация вот в Гагрицком районе, обратились к министру по экологии, он выделил инспектора, 60 деревьев подлежат сносу. То есть на Сегодня самом мы уже деле... этой проблемой занимаемся, мы не ждем, пока нас профинансируют. Нам дороже жизнь каждого человека и каждого участника движения. Вы представляете, дорога уходит, деревья не так растут, у нас какое движение в том направлении к посту ПСОУ? Это и микроавтобусы, и Я легковые, очень и извиняюсь, гости. мне тут Вот. сообщают о том, что наше время практически подходит к концу. Дмитрий Сергеевич, я помню, что вы хотели что-то сказать, ну да, пожалуйста. Вот, насчет не стоит на балансе, я согласен с коллегой. Конечно же, нужно еще лет 5, чтобы на баланс поставить, я думаю, эти фонари. Но я помню, было время, буквально несколько лет назад, когда каждый день ездила машина, вы тоже это помните, и проверяла исправность этих фонарей. Почему мы уделяем внимание этим фонарям? Потому что реально, и коллега не даст соврать, что снизился процент ДТП, когда осветили дорогу. И по крайней мере, надо сделать и содержать то, что у нас есть. Если мы не будем уделять этому должное внимание, то мы ничего не исправим. И если мы уже говорим, что ДТП на дорогах это как практически национальная трагедия, то, наверное,
и глава государства, и спикер парламента, и ряд общественных деятелей должны уже и обратиться к народу, и, не знаю, создать какую-то комиссию, которая будет регулировать и которая будет на законодательном уровне и помогать автоинспекции работать уже на местах, на дорогах. Потому что мы теряем каждый день наших ребят, мы слышим это наши и родственники, и знакомые, и в основном погибают молодые. И, к сожалению, это уже большая трагедия. Да. И надо что-то уже делать. В общем, я хотел бы перейти еще к вопросам от наших телезрителей. С вашего позволения, я вот дословно зачитаю. Мы часто наблюдаем в социальных сетях видеоролики, в которых сотрудники госавтоинспекции ведут себя, ну, некоторые сотрудники, вот я позволю себе редакцию вопроса, неподобающе, что вызывает конфликт. А из некоторых видео очевидно, что некоторые представители правопорядка элементарно не могут объяснить водителю, почему его остановили и что он нарушил. Может ли стать основанием для проведения проверок, отстранения от должности или увольнения видеоматериал с неподобающим поведением сотрудников? И были вообще такие случаи? Я так вот нам... Да, безусловно, имеют случаи нарушения дисциплины со стороны сотрудников органов внутренних дел. В этой связи в Министерстве внутренних дел есть два подразделения, которые этим занимаются. Это управление по личному составу, это отдел собственной безопасности. Если говорить о количестве выявленных и представленных к наказанию сотрудников, их немало. Я вам даже скажу, что буквально неделю назад был привлечен к ответственности человек, который, скажем так, был выявлен и замечен за употребление психотропных веществ, и в отношении него вступила неотвратимость наказания. Он был наказан, он был выявлен этим подразделением. Это подразделение сегодня реально работает, выявляет. И, безусловно, те материалы, которые имеют место быть, которые появляются в соцсетях, на них сразу реагируют эти подразделения, руководство МВД. И мы сами прослеживаем это все. Это является основанием для того, чтобы провести проверку. Конечно, чаще всего мы вот тут один из роликов видели, где граждане сами провоцируют, да? Они привязывают тросами, они не дают документы, начинают это снимать, начинают вести себя вызывающе. Ну, есть и эта сторона, конечно. важно, И прежде чем применить дисциплинарное наказание или административное, или уголовное, конечно, что тоже имеет, к сожалению, место быть, безусловно, необходимо проверку провести. Этим занимаются вышеуказанные подразделения, которые, да, вот буквально если говорить о летнем курортном сезоне, когда вот такие факты учащаются у нас, да, мы прекрасно знаем, как в этом плане у нас часто возникают проблемы. Конечно, много факторов сопутствующих их, но я вам могу сказать, около 48 сотрудников органов внутренних дел, которые были наказаны, понижены в звании, были переведены в другие службы, не имеющие отношения контакта, скажем так, с гражданами, понижены в должности, уволены из органов внутренних дел. В этом плане большая работа проводилась, проводится и будет проводиться. Почему? Потому что у нас ждет очередной курортный сезон, и мы должны к нему подойти так, чтобы у нас не было новых таких сюжетов, которые бы могли компрометировать нас, как правоохранительную систему, и наше государство. Мы прекрасно понимаем, даем отчет себе, что на сегодняшний день сотрудники госавтоинспекции являются лицом нашей страны, и мы должны тоже понять и дать возможность сотруднику милиции в материально-техническом обеспечении. Сейчас подробности вдаваться не буду, но без этого тоже сложно, да, и уйти от всех этих негативных факторов. То есть помощь в этом плане оказываться тоже должна. Уважаемые телезрители, уважаемые гости, к сожалению, времени осталось совсем мало. В самом начале нашей передачи мы говорили о том, что пропасть между водителем, пропасть непонимания между водителем и сотрудником госавтоинспекции, она существует. К сожалению, на мой взгляд, мы в этом убедились. Вот так вот главный вопрос, мне кажется, всего сегодняшнего вечера. Можем ли мы говорить о том, что в ближайшее время эту ситуацию можно переломить? Как вы считаете? Пожалуйста. Я считаю, что есть неотложные меры, которые завтра уже надо делать. Это помочь сотрудникам ГАИ везде, чтобы было видеонаблюдение. Одни они ничего не сделают. А видеонаблюдение это то же самое, что один человек может полгорода управлять и что происходит.
Это один из главных. А потом, вот о коррупции говорили. Я считаю, что независимые СМИ здесь должна сыграть огромную роль вместе с общественной палатой, с парламентом для создания общественных советов, чтобы все ключевые вопросы, которые решаются, главное их исполнение, чтобы контролировали и общественный совет. А когда СМИ, независимые СМИ будет это мощное оружие, мощное и нужное, я считаю. Спасибо большое. Может быть, кто-то из гостей хотел бы добавить? Ну, я добавлю в том плане, что мы и так в тесном контакте работаем с управлением ГАИ. Порой даже наши сотрудники, очень молодой коллектив у нас, они выступают как и чуть ли не инспектора, то есть останавливают людей, которые неправильно себя ведут, именно участники движения. И поэтому я думаю, что эту ситуацию, вот как сказал Тимурович, сообща нужно, не то что можно, а нужно решать, и мы, я надеюсь, поможем друг другу в этой беде. А это беда. На самом деле, уважаемые гости, я хочу сказать о том, что вопросов еще очень много. Крайне активно проявили себя и пользователи социальных сетей. Я думаю, что и вы меня поддержите, учитывая, что мы неоднократно говорили о необходимости пропаганды. Мы обязательно еще все вместе соберемся в этой студии и, возможно, более конкретно и более детально будем обговаривать проблемы. Батал Валерьевич, помню, что у нас с вами предстоит интервью. В общем, уважаемые телезрители, на этом мы завершаем сегодняшний выпуск. На мой взгляд, главное во всем это уважение. Уважайте друг друга, и тогда, я думаю, что все будет гораздо лучше. Всего доброго.